Следующий гость нашей программы – Джабаров Александр Гулямович, кандидат физико-математических наук, ученый и педагог. Он является ведущим научным сотрудником сектора теоретической физики Физико-технического института имени Умарова Национальной академии наук Таджикистана. Александр Гулямович родился и вырос в Душанбе. Он окончил педагогический институт Таджикистана и начал свою трудовую деятельность там же, а также преподавал в лицее Хотам ПВ. В настоящее время он активно занимается научными исследованиями в области физики, диэлектриков и материаловедения. Его работы публикуются в ведущих научных изданиях и играют значительную роль в изучении новых материалов для практического применения. Добро пожаловать в нашу программу, уважаемый наш устод Александр Гулямович. Мы искренне благодарны, что вы нашли время и согласились ответить на наши вопросы. Можете ли вы рассказать о своих предках? Откуда они были, среди них ученые, педагоги или люди, вдохновившие вас на выбор вашей профессии? Ну, у нас семья такая, что все члены семьи какое-то время работали либо в школе, либо в техникуме, либо в вузе. Так что у нас семья такая, имеющая отношение к образованию. Отец приехал сюда где-то в конце 30-х годов из Бухары. Работал одно время на месте первой школы. Там, по-моему, была школа, типа такого женский курс или женское это самое. Вот он там работал преподавателем. Ну, так получилось. А мама моя приехала после 46-го года из Ростова. С тех пор, значит, вот она жила здесь. Она экономист по образованию. Оба моих родителей, и отец, и мама, они фронтовики. Мама у меня с 4-го курса в 1941 году, окончив 4 курса, они почти всем курсом ушли на фронт. Вот, по окончании Великой Отечественной войны, после победы, их восстановили на 5-м курсе. Она закончила, получила диплом по распределению Министерства финансов СССР. Значит, она приехала сюда. Так получилось, что они вместе с отцом работали в торговом техникуме. Отец был директором, она была завучем. И там они познакомились? Да, значит, они там проработали всего, ну, отец там при ней, как они рассказывали, он проработал там год, значит, потом его перевели в другое место, но, как мама говорила, значит, несмотря на то, что он работал там не очень длительное время, о нем была память очень долгая. Вот. Ну, дальше это сам, ну, что говорит там. То есть вот она как раз-таки, вы спрашивали насчет отношения к образованию, обучению. Вот она начала, несмотря на то, что она получила экономическое образование в Ростовском университете, тем не менее, вот здесь пришлось ей вести преподавательскую работу. По экономике? Ну да, там торговый техникум, значит, да. Вот она как раз экономику там и преподавала. А по ее рассказам, значит, там была такая ситуация достаточно сложная. Студенты этого техникума не владели русским языком.
И она, естественно, таджикским языком не владела, и приходилось работать через переводчика. То есть занятия проводились 2 человека. Преподаватель и переводчик. Ну вот, то есть ситуация для студентов была не менее комфортной, чем сейчас. То есть сейчас студенты жалуются, что у них там нет того-то, того-то и другого и так далее. Русский язык они не понимали, а тогда вообще не знали. Ни преподаватель не знал таджикского языка, и, то есть они разговаривали на русском языке, но тем не менее находили значит, способы для того, чтобы одному объяснить, а другому понять. Вот. Отец, значит, у меня работал во многих учебных, то есть это самое, учебных заведениях, в школах. Одно время работал в музыкальном училище директором. Вот. Ну, это я перескочил уже после войны. Да. Отец, значит, был призван в армию в 1942 году. Он был участник, значит, боев на подходе к Сталинграду. Там получил ранение, тяжелое ранение, проникающее ранение в руку. Там где-то 1,5 года, наверное, на излечении был в Красноярске. Потом после, значит, излечения прибыл сюда и долгое время был директором Шахринавского детдома. Вот. Ну, там тоже целая эпопея. Это отдельный разговор. Значит, мы уже были достаточно большими, ну, и в школу ходили. И к нам домой приходило очень много бывших воспитанников его. То есть они его называли отцом. Да. То есть по прошествии 20-30 лет они помнили о нем, значит, вот приходили за советом и так далее. Ну, в общем, потом он оказался в пединституте, окончил математический факультет, был парторгом института, был заместителем декана физико-математического факультета, был одним из инициаторов разделения этого факультета на 2, на математический и физический. Вот. Ну, в 1973 году он защитил кандидатскую диссертацию по методике преподавания физики, затем организовал кафедру преподавания физики. Вот. Ну, вот так вот. Теперь понятно, почему вы выбрали физику. Нет, физика, она не стояла у меня на первом месте. В детстве я мечтал, у меня была большая мечта, это я болел просто небом, я болел авиацией. Я хотел быть летчиком. Вот. Значит, конкурирующая, так сказать, мечта, это была врач. Дело в том, что моя мама, когда поступала в вуз, она поступила не на экономический факультет, она поступила в медицинский институт в Ростове. Но она, как рассказывала, говорит, в первые недели сентября их повели на практику в морг, и ей стало плохо. И она на следующий день забрала документы, и через дорогу был
финансовый, ну, университет экономический, это самое, на экономический факультет она поступила. Вот, ну, вот такая это самая история. Но мне действительно нравилась эта самая авиация. Ну, авиация, да. Значит, со временем выяснилось, что здоровье не позволит мне заниматься это самое. Причем я хотел именно военный, то есть это на истребителях и так далее, и так далее. Это меня привлекало. Вот, значит, я высказывал свое желание стать врачом, но надо мной все издевались. Ну, издевались так, мягко говоря, это говорят, а отец мне говорил, как же ты будешь это, тем более я хотел именно хирургом быть. Там истребителем, летчиком-истребителем, а здесь хирургом. Говорит, как ты будешь хирургом работать, если ты боишься прикоснуться к сырому мясу? Ну вот, в конце концов, значит, уже где-то в старших классах у меня оформилось это самое желание заниматься наукой. То есть, когда разговоры шли о том, куда ты будешь поступать после школы, значит, там, ну, вот туда, сюда, там это самое. Но у меня естественные предметы были достаточно хорошо. Ситуация там была достаточно хорошая. Вот, особых проблем там не было. Но я думал, если я пойду на математику, физику, химию, то чем я буду заниматься? Идти преподавать в вуз мне не хотелось. Значит, у нас родители выписывали очень много журналов. «Наука и жизнь», «Техника молодежи», «Юный техник», «Знание сила», там, ну, очень много таких журналов, которые позволяли, ну, расширить свой кругозор, ну, научный, там новости науки и так далее. Это стало интересно. И постепенно, значит, вот из всех 3 вариантов у меня первое место заняла физика. Физика, причем по окончании приобретения этого образования я планировал заниматься наукой. Вот так. Причем, ну, теперь можно, наверное, уже не скрывать некоторые секреты мои. Секреты в том, что, ну, физику я выбрал, значит, где получать образование? Выбор университета. Значит, университет какой? МГУ. Я планировал. То есть у нас выписывались журнал «Квант». Да. Я решал задачи, участвовал в олимпиадах и так далее. Там. Тогда была всесоюзная олимпиада по многим предметам, и в газете «Комсомольская правда» печатали задания. Ну, мы решали их, значит, ну, короче говоря, я попытался поступить в МГУ, не прошел по конкурсу. Не прошел по конкурсу и оказался в пединституте. Вот. Когда ваш отец работал там? Он там работал, да. Он там уже был завкафедрой и так далее. Нет, он тогда еще не был завкафедрой. Он только занимался, писал диссертацию. Это был 1971 год. В 1971 году я закончил школу. Ну, в общем, я поступил на физический факультет. Со временем я его закончил.
Окончил я его с отличием. На 5-м курсе где-то декабрь-февраль я выполнил дипломную работу в Институте химфизики Московском. Вот. Ну, защитил эту дипломную работу. Ну, короче, закончил. Окончил факультет. По распределению меня оставили на кафедре. Значит, я попросил, чтобы, ну, там предлагали поступить в аспирантуру, я попросил меня отправить на годичную стажировку. Через год я поступил в аспирантуру и начал, значит, работу, учебу. Ну, учеба там, она сравнима с работой. То есть это достаточно сложное и кропотливое дело. В конце первого года меня призвали в армию. Я 1,5 года отслужил в армии. По демобилизации я продолжил, восстановился в аспирантуре, продолжил это самообучение в аспирантуре. Вот здесь у меня вопрос. После армии вам сложно не было вернуться к научным исследованиям? Вот этот перерыв 1,5 года в учебе и в исследовании? Ну, конечно, сложно. Сложности, конечно, были. Там перерыв, там и так далее. Но был и плюс. То есть часть моей работы, там надо было выполнить длительные измерения, то есть зависящие от времени хранения. И вот получилось так, что мои образцы перед отъездом в армию, я приготовил образцы, положил на хранение, приехал, значит, и продолжил. В свое время, ну, уже к концу обучения, когда мы подводили итоги вместе с моим руководителем, он говорит: вот у тебя, говорит, не у всех такое может быть, у тебя, видишь, это самое, есть длительные, это самое, измерения несколько лет. Ну, вот это один из плюсов, так сказать. Но, конечно, желательно, чтобы это не прерывалось, потому что любой перерыв, он чреват. Вот. Но, тем не менее, нет худа без добра, или наоборот, добра без худа. Вот, значит... Дело в том, что я, когда вернулся из армии, я страшный аллергик. У меня в конце службы обострение аллергии было. И я восстановился в аспирантуре через полгода почти после демобилизации. Вот. Но со временем оказалось, что армия все-таки помогла мне избавиться от этой аллергии. То есть был всплеск и потом, значит, спад. Вот. Но, с другой стороны, все-таки это тоже жизненный опыт. Так что я не жалею, что пришлось служить. Я повидал мир, я повидал людей, пообщался с ними. Вот. Это чисто мужской коллектив, так сказать, это самое. Понятно. Вот. Так что... А теперь вернемся к тому моменту, когда вы начали уже преподавательскую деятельность.
после защиты диссертации, после армии? Вот. Ну, преподавательское дело в том, что у меня ситуация не очень такая гладкая. Дело в том, что после того, как я вернулся из аспирантуры, на факультете не оказалось свободной единицы. И меня приняли на должность лаборанта. Кандидата наук? Не, я еще не был кандидатом, я не защищенный был. Но, тем не менее, значит, вот это самое. Несколько лет я был лаборантом. Защитил я, значит, демобилизовался я в 80-м году. В 83-м году я закончил аспирантуру. В 87-м году у меня была готова диссертация. Приехал когда сюда, тогда я не помню. Честно говоря, я не помню. К тому времени я уже был, по-моему, ассистентом. Ассистентом, по-моему, был это сам. Вот. Ну, в общем, я работал это самое на кафедре теоретической физики. Значит, у меня были практические занятия, у меня были какие-то лекционные занятия. А теперь у меня такой вопрос. Вы очень долгое время работали и в университете, и в школе. Нет, в школе я почти не работал. Вы же работали в лицее Хотам ПВ. Ну, в Хотам ПВ, да, я работал там где-то 3 года, наверное, я работал. Да, вот. Что вам больше всего нравится в работе учителя? Именно какие моменты приносят вам удовольствие? Удовлетворение приносит, когда есть обратная связь. То есть, когда ты что-то говоришь, что-то объясняешь, ты видишь, что человек понимает, что он выполняет твои задания, он старается понять. Вот это, да, приносит удовлетворение. Но когда ты видишь, что человек ходит в институт на занятия из-под палки, грубо говоря, то есть либо его родители посылают, либо его деканат там все время заставляет учиться, сдавать зачеты, экзамены. Это, конечно, очень удручает, и настроение от этого не повышается. Вот. Но всегда в аудитории всегда можно найти некоторое количество учеников или студентов, которые адекватно реагируют на твои слова. Вот. И это помогает, конечно. Вот особое удовлетворение я нашел, то есть приобрел, когда работал в Хотам ИПВ. Вот там дети очень сильно мотивированные были на учебу, на приобретение новых знаний. У них очень большое желание было понять. Самое главное, не выучить, не работать на воспроизведение, а понять и получить новую информацию. Вот они не довольствовались тем, что им рассказывали. У них всегда были вопросы. Всегда нужно было отвечать. Вот это очень захватывало. Ну, я вот молодежи тут рассказывал, что, говорю, там была одна группа, по-моему, это был 10 класс тогда еще, 10 класс, и там было всего 5 человек. 5 человек. По окончании, после 25 мая, когда мы их выпустили на каникулы, они подошли ко мне и говорят: Александр Гулямович, можно
вы нам ну, расскажете про дифференциальное интегральное исчисление там, и так далее, и так далее. Я говорю, вы на каникулах, отдыхайте. Нет, говорят. Вот мы с ними работали еще 2 месяца. Они почти каждый день приходили и почти без перерыва по 4 часа сидели. То есть мы беседовали, я рассказывал. Вот тогда действительно ну, получаешь удовлетворение. У меня следующий вопрос связан именно с теми, то, что вы сказали. Вы и работали раньше со студентами, и с учениками, и до недавнего времени работали с студентами в качестве жюри в олимпиадах, которые проводила Академия. Да? Я тоже был с вами в составе жюри в одном из таких олимпиад. Вот. Как вы оцениваете уровень интереса современных учеников и с теми учениками, которые были, допустим, 10-15 лет тому назад? Что изменилось? Ну, последние 15 лет я уже говорил, в аудиторию, учебную аудиторию не заходил. Поэтому я не имею представления, достаточно объективного представления о том, чем они живут. Но, значит, судя по тому, какой контингент приходит к нам в физтех, допустим, так, да, то есть это магистры, это молодые, так сказать, аспиранты и так далее, я могу судить о том, что их подготовка, ну, мягко говоря, не отвечает достаточно хорошему, нормальному уровню. Но это не значит, что среди нынешних учеников и студентов нет талантливых людей, молодежи. Дело в том, что и раньше, и сейчас таких людей было мало. 10, может, даже 15% это достаточно много. Но 5-10% всегда есть. Очень талантливые люди, которые зачастую не благодаря, а вопреки тем условиям, в которых они находятся, они развиваются. Они занимаются самостоятельно, они занимаются где-то с кем-то параллельно и так далее, и так далее. Вот такие люди есть. Но основная масса все-таки желает лучшего, то есть их подготовка желает лучшего. Вот. Ну, знания, с которыми они приходят, они в большей степени являются формальными знаниями, то есть они не работающие знания. Ну, не знаю, если это возможно, вот небольшое отступление, да. если я скажу, у меня был ученик, индивидуальный ученик, то есть школьник, кандидат в мастера по шахматам. Ага, интересно. То есть это уже говорит о том, что у него аналитическое мышление достаточно развито. Отличник, у него 5 по математике, по физике. Но он пришел ко мне с просьбой, чтобы я с ним позанимался физикой. Мы где-то недели 2 или 3 с ним позанимались. И в очередной раз, когда он пришел, я ему говорю: дорогой, ты не знаешь математику. Он на меня обиделся. Нет, я знаю. Я говорю: нет, не знаешь ты это. Нет, я знаю математику, поэтому я пришел к вам не по математике, а по физике. Не по математике, а по физике. Я говорю: ну ладно, говорю, что ж это. Ну, я у него спросил: а что такое знание?
И вот мы вместо 2 часов занятий по физике выясняли, что такое знание. Я, говорит, знаю. Я говорю, ну что ты знаешь? То есть выяснилось, что знание – это не только те, так сказать, ну здесь тавтология может быть, те знания, которые можно воспроизвести, то есть на воспроизведение. Я ему сказал, что вот магнитофон или видеомагнитофон достаточно точно, абсолютно точно могут зафиксировать с точностью до запятой все, что ему показывают и все, что ему говорят. Но, говорю, ни одному магнитофону, либо видеомагнитофону не присвоили еще ученой степени кандидата или доктора наук, хотя они воспроизводят с абсолютной точностью. Говорю, очевидно, это мало. Если у тебя есть какая-то сумма знаний, ты их каким-то образом запомнил, то это мало, это не знание. Знание – это то, что ты можешь использовать. И на основании, так сказать, анализа, опираясь на эти знания и анализ, производя анализ на той ситуацию, которую тебе нужно решить, ты можешь, применяя эти знания, получить новое знание. Вот это знание, это живые знания. Вот такими знаниями, говорю, ты не владеешь. Но он остался при своем мнении, значит, но мы продолжили заниматься физикой. Время от времени я ему рассказывал о тех пробелах, которые я видел по математике. Через полгода он приходит и говорит: Александр Гулямович, отец спрашивает, не могли бы вы со мной еще позаниматься по математике? Я говорю, зачем? Ты же знаешь. Он говорит, оказывается, не знаю. Я, говорит, убедился в этом. То есть вот этот пример говорит о чем? То есть люди всегда, и ученики, и студенты обычно, когда спрашивают, ты знаешь, да, я знаю математику, я знаю то, 5, 10 и так далее. Но это зачастую ложное представление. То есть, если практика обмена знаниями только такая, учитель, ученик и опять учитель, то есть услышал, воспроизвел, то тогда эти знания, они, во-первых, не долговечные, а во-вторых, они мертвые. Они со временем стираются. И по этой причине, вот, кстати, недостаток нашего и среднего образования, и высшей школы вот, заключается в том, что мы не даем им знаний. Хотя, значит, основная цель, ну, в прежние годы стояла перед образованием развить аналитические способности у человека. Для чего? Для того, чтобы человек по жизни был активным. То есть это не значит, что у него должны быть математические знания, глубокие знания. Дело в том, что аналитические способности можно развить при обучении любому предмету, любой профессии и так далее. Самое главное, как обучать. Ну, если это интересно, то я могу свои наблюдения, свою точку зрения сказать. Это самое. И это есть у нас. Дело в том, что вот практика в нашей системе образования, она такова, что ну, там масса сложностей, их перечислять не будем, это специальный разговор, но получается так, что
зачастую вот обучение сводится к тому, что сообщается некоторая сумма знаний, и потом в качестве контроля используется воспроизведение. То есть контроль по воспроизведению. Если человек воспроизводит эти знания, ну, явно, что в гораздо меньшей степени, чем магнитофон, да, о котором я сказал до этого, то, собственно говоря, достаточно глубоких знаний мы не получаем. Хорошего развития, тем более аналитическое мышление. То есть зачастую, в большинстве случаев, вот их способности остаются на конкретном уровне. То есть абстракции там, и так далее. Это очень сложные вещи для многих студентов. И, кстати, вот физика, вот, и в школах, и в ВУЗе с физикой очень большие проблемы. Считается, что это достаточно трудный предмет, а он зачастую, трудность его заключается в том, что у наших учеников, выпускников школ и вуза очень низкие знания, математические знания. Уровень очень низкий. Вот в школе, допустим, ну, я боюсь, что я сейчас назову цифры, и потом ваши слушатели будут очень сильно возмущаться. То есть преподавательский состав и так далее. Но, тем не менее, если быть объективным, то тогда нужно признать, что значит, вот школьная практика преподавания математики, несмотря на то, что математику преподают все 11 лет, начиная с 1 класса по 11 класс, в большей степени они занимаются счетной работой. Да. То есть решение текстовых задач, которые требуют вот как раз-таки аналитического мышления на обсуждение той ситуации, которая излагается в условиях задачи, когда нужно из условия задачи выделить некоторые вещи, которые зашифрованы в словах. Да. Вот это очень сложно. Это сложно, и в большинстве случаев наши студенты вот этой способностью не владеют. Простое наблюдение за тем, как они читают условия задачи, можно сделать вывод, на что они обращают внимание. Вот когда они читают условия задачи, они задерживаются только там, где есть цифры на числовых этих самых значениях. Вот там делается пауза, отмечается, что вот здесь что-то дано. Читается дальше бегло и читается и так далее, до следующей цифиры. Вот это говорит о том, что человек не утруждает себя анализу текста, в котором зашифрована информация. Так сказать, если эта задача не повторяется, то есть если она не стандартная для вот этой обучающихся условиях, то тогда она вызывает сложности. То есть мне кажется, что, значит, вот вы говорите все время раньше и сейчас, значит, вот где-то 80-е годы или в конце 80-х годов, если я не ошибаюсь, 90-е годы, стали достаточно много говорить о информатике, о цифровизации, программировании и так далее. Ну, поскольку в этой области очень важен алгоритмический язык, то
мне кажется, что вот это обучение математики и других наук, оно излишне алгоритмизировалось. Вот злоупотребление этими алгоритмами, по-моему, оно вредит, значит, вот развитию аналитического мышления. Ну, может, я ошибаюсь, но мне кажется, что это так. Этого мы тоже наблюдали на Олимпиадах и на республиканском конкурсе. Ну вот Олимпиаде, да, как раз. Если задавать ученикам и студентам чуточку логичнее, да, там, изменить условия задачи, они... Ну, я даже проще скажу. Да. Я даже проще скажу, что у нас в школе отвечают на вопросы. Что, когда, как. Да. Вот это интересует и в процессе обучения, объяснения, так сказать, да, и на стадии контроля. А вот вопросы почему, зачем, от чего, если было бы так, то будет, то что будет и так далее. Вот это не практикуется, как правило, как правило. А вот как раз эта вторая часть вопросов, она как раз и стимулирует развитие аналитики, аналитического мышления. Вот в этом вся проблема. Когда в 7 классе люди начинают первый раз приобщаться к физике, то вот у них возникает сложность. Дело в том, что когда человек поступает в 1 класс, поскольку он находится на конкретном уровне мышления, ему показывают морковки, ему показывают там кружочки, показывают там еще что-то, там, и так, птичек и так далее, и так далее. И учат складывать или определять количество. Но со временем, когда люди переходят на числа, то есть усваивают, что такое число, там, и так далее, вот эту конкретику отбрасывают и занимаются только числами, голыми цифрами, числами. И это происходит до 7 класса. Во-первых, в 7 классе считается, что их абстрактное мышление достаточно развито, и они переходят на буквенное представление чисел. И одновременно, значит, начинает изучать физику. Так, да? Вот. Но в физике есть одна сложность для этих людей. Поскольку в физике непрерывно нужно делать 2 вещи. Это от конкретики всегда переходить к абстракции, а от абстракции назад переходить к конкретному. И вот эта сложность для изучения физики. И зачастую при обучении физики, ну, поскольку ученикам это сложно, и, наверное, преподаватели часто сводят к тому, что если вы выучите 50 формул, вы получите 5. Да. Ну, что-то примерно в этом роде, так, да? А формулы как таковые, они не передают суть, если ты не имеешь способность расшифровывать вот назад. Понимаете? Вот, ну, вот в этом есть сложность. Ну, кстати, вот про того ученика, которого я упомянул до этого. Да. В отличие от других учеников, я с ним занимался только по школьному учебнику Рымкевич. В этом учебнике там где-то 1500 задач и где-то 55 задач со звездочкой. Я в течение 2 лет решал с ним 55 задач.
Сложные задачи. Сложные задачи. Но дома он должен, по условию нашему, он дома должен решать все остальные задачи. Значит, задача начиналась, то есть решение задачи начиналось с анализа, условия, там, достаточно глубокого анализа. Постепенно мы выясняли, там, спускались по лестнице или поднимались наоборот, значит, это, получали некоторое общее выражение решения, так, да, вот, считали, сверялись с ответом, и на этом не кончалась работа. А дальше мы начинали анализировать результат. То есть задавались вопросы, а что было бы, если бы было бы вот так? То есть фактически из маленькой задачи, где-то 2-3 предложения, мы делали задачу очень большую и сводили ее к общему, так сказать, ну, классу задачи, допустим. Так, да? Подробно разбирали те варианты, то есть мы или как это самое, не знаю сказать, перерешовывали, да? Решали это заново, эти задачи в том плане, что мы искали, значит, что будет, если у нас ситуация немножко изменится. Вот, условия там изменяются. Значит, где-то в самом начале я ему говорил так, если он тогда задал, вот мы в школе так не решаем задачи. Нам, говорит, там вот пишут дано, там это самое, какие учитель объясняет решение, говорит, вот делайте это самое, образцовое решение задачи и так далее. Я говорю, если ты будешь решать задачи так, как я тебе говорю, то со временем ты эти задачи будешь видеть по-другому. Прошло где-то больше года, я сказал, 2 года мы решали, с ним занимались. То есть больше года он приходит и говорит мне, Александр Гуляевич, можно я начну решать задачи заново? То есть как заново? Ну, сначала, с механики, допустим. Так, да? Я говорю, зачем? Ты же все это перерешал. Я говорю, нет. Вот я теперь однажды решил прочесть задачу, я ее, он мои слова почти повторил, я ее вижу по-другому. Ну, давай решай, говорю, хуже от этого не будет. Я говорю, просто из того, что если тебе времени не жалко, пожалуйста, это самое, есть время, пожалуйста, решай, это будет только плюс. Вот действительно человек, значит, это самое, ну, он предрасположен, я считаю, что он предрасположен тем, что он получил вот это вот развитие аналитики, да, при обучении шахматам. То есть это еще раз говорит о том, что аналитические возможности свои можно развить при обучении любому. То есть литература, история, там это самое и так далее можно развить на любом, в любой деятельности, любом это самое и так далее. Ну вот примерно так. Значит, вот нужна активность. При обучении нужна активность. Активность обучаемого или обучающегося. Понятно. Если у преподавателя, который читает вот этот текст, в голове не возникает другой пример, то он мало чем может помочь студенту или ученику. Почему? Потому что если ученик или студент поднимет руку и скажет «Муалим, манна фахмида», «Кани фахмуэтвай», и он, как правило, начинает повторять то, что он сказал. Вот он сказал какую-то фразу, он это повторяет. Он говорит «Муалим, манна фахмида». Он третий раз может повторить, а потом может его «Хайшин,
значит, не мешай мне и так далее. Так, да? То есть может быть и такое. Дело в том, что у каждого человека есть свой жизненный опыт. И он реагирует на разные вещи по-разному люди. На одни он очень бурно реагирует, на другие почти индифферентно. И поэтому, если человек, который слушает некоторые объяснения, ему приводит пример, который ему непонятен, или он не знаком, то он не вникает в детали вот того процесса или того особенности, которые рассматриваются. Так, да? Вот это преподаватель должен чувствовать. Каким образом? Для этого нужно задать просто вопрос. Вопрос таким образом, чтобы человек дал понять преподавателю, что он не понимает какой-то вещи. Вот если человек в процессе ответа студента или ученика вот это определяет, то тогда ему нужно свое объяснение немножко перестроить. Перестроить так, чтобы вот этот элемент отсутствующий у него появился. Либо из прошлой жизни, так сказать, так, да, либо, так сказать, просто поменяв объект там, или еще что-то там такое, так, да, или краску поменять, там, красное на белое, допустим, да, потому что он дальтоник, не понимает, вот, грубо говоря. Вот если преподаватель владеет этим, то есть вариативностью объяснения, то тогда такой преподаватель может достаточно хорошо и эффективно работать с аудиторией. То есть вот нужно чувствовать вот это вот, руку на пульсе, как говорят, держать. Если этого нет, то это очень сложно. То есть тогда обучение сводится к формализму. Говоришь, слушаешь, отвечаешь. Это достаточно поверхностно получается. И скучно. И результат будет нехороший. Да. Вот, да, и вот нужно к этому здесь один момент. Я говорил вот, до этого, что у меня в Хатаме были очень мотивированные люди. Так вот, эту мотивацию нужно воспитывать, формировать мотивацию. А мотивацию можно, значит, повышением интереса, так сказать, так, да? То есть, если возбуждается интерес у слушателей, то тогда они и воспринимают. То есть, они концентрируются и так далее, и так далее. И мысль работает, и так далее. Вот, вот это всегда нужно иметь в виду, да. Мне кажется. Спасибо, Муалим. А теперь вот такой вопрос. Что бы вы посоветовали себя молодому, если увидели бы в 20 лет? Не себя, а от себя. Нет, если вы себя увидели бы молодым, да, в 20-25 лет, что вы бы посоветовали? Да ничего. Живи, учись, развивайся. Вот желание очень большое было получить достаточно глубокие знания, но, к сожалению, не было условий. Условий не было в каком плане? Я не любитель сидеть в библиотеке. Я предпочитаю, чтобы у меня информация была на моем столе. Но приобрести книги в то время, вот учебники, было очень проблематично. Но, во всяком случае, в Душанбе многие книги я получил приобрел в букинисте. Не в магазине книг, допустим, в книжном магазине, а
вторичного, третичного, десятиричного способа, то есть это пользование, так, да? То есть вот голод информации, с одной стороны. Ну, это я испытывал еще, ну, потом уже в меньшей степени, но вот такой голод я очень сильно испытывал в школьные годы. Мне нужны были учебники, то есть книги, где можно было прочитать. И с другой стороны, чтобы рядом был человек, который бы мог меня направить, то есть или исправить. Потому что, когда ты самостоятельно что-то изучаешь, ты не, то есть не исключается, что ты можешь сделать ошибки. То есть ты неправильно можешь воспринимать вот те слова, которые ты читаешь. Вот. А если у тебя создается некоторое ложное представление о каком-то предмете, то ты его и неправильно будешь использовать. То есть ты будешь делать ошибку на ошибке. Вот хорошо было бы, я мог бы себе пожелать, чтобы мои родители создали мне более комфортабельные условия. То есть в том плане, не чтобы у меня там был телевизор там или еще что-то там другое, допустим, каждый день там ресторанная еда, там, это нет. Для того, чтобы вот можно было вот эту вот пищу, духовную пищу, где-то взять, где-то, значит, не где-то, а у себя в голове переработать и потом с кем-то обсудить. То есть правильно ли ты воспринимаешь, то есть ту информацию, которую ты, значит, познакомился, прочел, там где-то услышал и так далее. То есть вот это проверять себя нужно непрерывно. То есть нужен собеседник. Вот, кстати, если посоветовать молодежи физтехи, я бы посоветовал, чтобы они чаще присутствовали на семинарах. И вообще семинар, если будет каждый день, это будет самый идеальный случай. Вот. То есть нужно высказывать свою, потому что есть такой момент, что когда ты пытаешься что-то объяснить, то есть ты считаешь, что ты что-то знаешь, ты начинаешь объяснять кому-то. И очень часто бывает, что в процессе объяснения ты ловишь себя на том, что ты что-то не так понимаешь. То есть логика нарушается. И вот это очень полезно. Это очень полезно для того, чтобы, ну, исправлять свои ошибки, то есть, ну, совершенствовать, повышать свой уровень. Вот, то есть в этом плане нужно общаться. Нужно общаться, нужно это. И с другой, это самое, ну, там этим я не страдал, то есть нужно просто очень наблюдать. То есть в физике есть метод наблюдателя. Вот этот наблюдатель, он должен всегда присутствовать. Или ты в режиме наблюдателя должен всегда, только не с открытым ртом, так сказать, да, а с осмыслением. Вот. Это вот всегда так. Так должно быть. Спасибо вам, Муалим, за такую прекрасную, содержательную и интересную беседу. Если я что-то хорошее сказал, я рад. Буду рад. Спасибо. Спасибо.